В Республике Ингушетия в Государственной Думе России открылись выставочные экспозиции декоративно-прикладного искусства Ингушетии. Ингушская культура в главном законодательном органе страны. В длинном коридоре Госдумы горные пейзажи, необычная продукция из рыбьей кожи, национальные куклы Зины Энеркеевой и настоящий горный мед. Никто не проходит мимо. Но, к сожалению, многих купить эту красоту нельзя. А вот посмотреть и потрогать, пожалуйста. Очень интересные, конечно же, картины представлены. И из дерева мне понравились поделочки очень. Очень все красиво. Мы гордимся своей страной, что у нас многонациональная страна. И очень приятно, очень все красиво. Все посмотрели, наряды понравились очень девушке. Ну, что талия 60 сантиметров должна быть. 23 года на своей земле, со своим флагом, конституцией и государственностью, и 245 лет в составе России, как в кругу семьи. Рассказать одной выставкой про всю Ингушетию невозможно, но на стендах самые важные события в жизни ингушского народа. Приятные слова в адрес родной республики звучат сегодня от самих ингушей. Мы можем на сегодняшний день показать, как мы можем делать, как мы можем работать, как мы можем успешно развиваться, какой у нас есть на сегодняшний день потенциал, и к чему мы идем, и какое развитие, и какие программы, и планы, и цели у нас есть на будущее. Сегодня республика имеет хорошие позитивные результаты в работе в разных сферах. И это на наших стендах сегодня и продемонстрировано. Несмотря на то, что субъект относительно молодой, несмотря на то, что мы только выходим на этап такого динамичного развития, у нас есть что показать. Это и олимпийские чемпионы, это и герои Советского Союза, это и герои России, это и выдающиеся деятели как общественно-политической жизни, так и культуры. Я горжусь своей республикой, своим народом и всей Россией. В фойе гостей приветствовал заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев, который отметил, что на открытии выставки собралось очень много людей. И это признак уважения, знак признания заслуг ингушского народа и интереса к многовековой истории Ингушетии. Сегодня в республике есть руководство, пользующееся уважением. Сегодня в республике есть экономика. Сегодня в республике самое главное – трудолюбивый народ, гордый, способный на очень-очень многое. Открывая выставку, глава Ингушетии Юнусбек Кивкуров сказал, что Ингушетия сегодня один из самых перспективных регионов с мощным аграрным и производственным сектором, богатыми культурными и национальными традициями, и что без поддержки федеральной законодательной власти мы не получили бы всего того, что умеем сейчас, и поблагодарил всех, кто содействовал в проведении Дня Республики Ингушетия в Государственной Думе. Сегодня год Великой Победы, до конца года и дальше, конечно, будет всегда превалировать вот та история Великой Отечественной войны. Рассказывать историю про Ингушетию это слишком долго, но еще раз повторяю, что мы субъект Российской Федерации, ничем не лучше и ничем не худше, все равны. Когда мне молодежь задает вопрос, мы должны быть первые, я всегда говорю, ребят, мы должны быть равные, мы должны быть достойные. Торжественное мероприятие посетили представители всех политических фракций российского парламента. Глава республики Юнусбек Кивкуров, он производит самое такое приятное впечатление, поскольку и как руководитель, у нас много, 85 субъектов, но он сумел создать о себе такое хорошее мнение, еще и такой регион особый, специфический, как Северо-Кавказский регион. Там у нас 6 республик. Но почему-то так сложилось, что лучше всего мы его знаем. В любом случае, я о себе говорю. Дни Ингушетии в Государственной Думе проходят в год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. И мы, конечно же, помним и вклад ингушей в нашу общую победу. 27 представителей ингушского народа получили высшее звание Героя Советского Союза. Еще не было переписи населения, но зарождалась новая жизнь Ингушетии. Я счастлив, что я к ней причастен. Я счастлив, потому что я присутствовал при закладке первого камня в Магасе, когда только создавали новую столицу Ингушетии. На стендах информация о достижениях, о туристических достопримечательностях, в экспозиции картины и национальные костюмы. Но самое главное богатство нашей республики – это ее люди. Те, кто отдал свою жизнь для спасения сотни чужих, герои нашего времени. Приятно, что это проходит в центре столицы, в центре нашей страны. И, конечно же, такие мероприятия они способствуют популяризации нашей республики. Мы можем показать здесь
чем живет республика, какие у нее есть преобразования. Я считаю, очень важное событие, надо рассказывать о республике всем россиянам. Вот, и я уверен, что эта выставка привлечет к себе внимание всех людей. Вот, ну, мне в первую очередь бросилось в глаза, что она сделана очень современно, такие стенды достаточно необычные, знаете, не как просто фотографии, допустим, а можно даже сказать, что интерактивно здесь и вещи, которые можно посмотреть, потрогать, и красивые фотографии, и факты, истории. В Дни Ингушетии проходит в Госдуме второй раз. В нынешнем году регион с честью представляет свои достижения. В 2014 году республика заняла 3-е место в Российской Федерации по эффективности работы органов власти. На 14% вырос в прошлом году промышленный комплекс региона. Увеличился и валовый региональный продукт. Кроме того, Ингушетия занимает 1-е место в России по рождаемости. Рина Цычоева, Аслан Героев. Новости 24.